В ходе рассмотрения закона о центральных отраслевых управлениях исполнительного комитета Гагаузии депутат Григорий Дюльгер заявил, что данный законопроект не соответствует изначально предложенному. Данный законопроект имеется почему-то в двух разных вариантах. Еще предыдущему Башкану был предложен законопроект данный, но некоторые статьи, в частности, особенно 14-я, в другой редакции. Это получается в первую очередь подлог документов, то есть предоставляется исполнительному комитету и Башкану на подписание и на заключение один проект законопроекта, а на сессии другой проект закона. На обвинение Григория Дюльгера ответил председатель постоянной комиссии по регламенту, назначению, иммунитету и депутатской этике Михаил Железогло. В соответствии с регламентом автор законопроекта до вынесения обсуждения на Народном собрании он может внести соответствующую правку. Это есть регламент. Поэтому ряд поправок, которые были предложены, они были внесены автором законопроекта. Депутат Народного собрания Гагаузии Николай Дудугло отметил, что данный законопроект принижает статус Гагаузии. Ясное дело, что Башкан никогда не подпишет этот закон. То же самое сделала и прошлый Башкан Гагаузии. Я не знаю, зачем этот пинг-понг нужен. Мы же отлично понимаем, что принятием этого закона, конечно, работали специалисты, очень много есть и полезного. Но мы принижаем статус Башкана Гагаузии. Я против этого, поэтому и голосовал против. За данный законопроект не проголосовал и депутат Народного собрания Гагаузии Илья Узун. Свое решение он мотивировал следующим образом. Я считаю, что закон, то, что мы сейчас сделали, это неправильно, и Башкан действительно его не подпишет. Почему? Потому что этой команде мы не дали возможность еще ни дня поработать. Мы только их пугаем, учим, обучаем. Несмотря на приведенные аргументы, большинством голосов закон о центральных отраслевых управлениях исполнительного комитета Гагаузии был принят во втором чтении. Алена Терзи, Владислав Табачук, Мария Казак, УГРТ Новости.